Это Якутия день за днем. Мы расскажем вам о главных событиях в республике и за ее пределами. С вами Василий Радченко. Смотрите сегодня. Восточный экономический форум 2018 позади. Чем запомнится этот ВЭФ и какие важные решения для макрорегиона приняты на полях форума? Порядка 20 с лишним соглашений подписано мною и председателем правительства Солодовым. Они очень серьезно помогут продвинуться вперед и экономике республики, и с ее социальной сфере. Республика сделала свой выбор. Как оценили прошедшую избирательную кампанию эксперты? С какой активностью якутяне отдавали свои голоса за кандидатов? Явка по республике составила 50,8%. Два главных вопроса осени – отопительный сезон и уборка урожая. Коммунальщики рапортуют о запуске всех тепловых объектов, а сельскохозяйственники о выполнении 2/3 плана. Еще один прорыв в медицине республики. Якутские врачи-хирурги провели операции на новейшей немецкой аппаратуре. Насколько эффективнее теперь станет борьба с онкозаболеваниями в регионе? Пациенты реабилитируются после лазерных операций гораздо быстрее. Реабилитация их происходит в 4-5 раз быстрее, чем при обычных операциях. Легенда уличного баскетбола в столице республики. Чемпион мира по стритболу Михаил Гюнтер поделился опытом с якутскими спортсменами. Вместе не тренировались, не играли. В общем, было интересно, азартно, но тяжеловато. Более 6 тысяч делегатов, 340 глав иностранных компаний и 1500 представителей СМИ из 60 государств. Все это Восточный экономический форум 2018. Вот уже 4-й раз Владивосток принимает эту крупнейшую международную площадку для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель площадки, конечно же, укрепить связи международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На полях ВЭФ также проходит презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса. Так чем же нам запомнится Восточный экономический форум этого года? Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Дальний Восток», расширяя границы возможностей с участием президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики, президента Монголии, премьер-министров Японии и Кореи. В своем выступлении Владимир Путин отметил необходимость национальной программы развития Дальнего Востока России на период до 2025 года и с перспективы до 2035. Программа должна объединять мероприятия национальных проектов, госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, а также стратегии развития всех дальневосточных регионов. Приглашать зарубежных партнеров к задаче, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Нужно стремиться к тому, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых. И мы понимаем, что это сложная задача. Наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону, они демонстрируют хорошие темпы роста. Конкуренция сильная, и тем эффективнее должна быть наша работа. Это нужно прежде всего, чтобы кардинально улучшить качество жизни наших граждан, чтобы уже в ближайшие годы сюда, на Дальний Восток, из других регионов страны приезжало больше людей, чем уезжает. Стремиться нужно к тому, чтобы как можно больше наших граждан жили, работали, строили свои дома, создавали семьи, растили детей именно здесь, на Дальнем Востоке. Что касается Якутии, то на полях ВЭФ правительство нашей республики подписало порядка 20 соглашений. Одним из наиболее значимых стало заключение трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Якутией, акционерным обществом УКВИСТ и корпорацией China Railway Construction Corporation. В соглашении речь идет о строительстве мостового перехода через реку Лену, а осуществление масштабного проекта состоится в рамках реализации майского указа президента. О том, как это было, нам рассказал руководитель региона Эсен Николаев. Наше мероприятие подошло к концу. Благодарим вас. Первыми выступили с предложением данную конституционную инициативу разработать и ее потом реализовать
крупнейший такой консорциум в лице корпорации ВИЗ, крупнейшего игрока на рынке государственно-частного партнерства в нашей стране, и CRCC, тоже крупнейший мостостроительный, железнодорожно-строительной компании Китая. И мы с ними подписали и будем в дальнейшем отрабатывать уже различные варианты конституционной инициативы с ними. Как вы знаете, президент поставил очень амбициозные задачи. На сегодняшний день за 6 лет в инфраструктуру, дороги должно быть инвестировано более 7 триллионов рублей. Чтобы осуществить задачи, которые поставил президент, нужна очень напряженная и профессиональная работа как государства федерального, как государства на местах, так и частных профессиональных игроков инфраструктурного рынка. Также Якутия продолжит тесно взаимодействовать и с другой восточной державой – Японией. На встрече за круглым столом Россия-Япония руководитель республики Айсен Николаев подчеркнул динамичное развитие отношений нашего региона со страной восходящего солнца. Николаев поделился совместными с японскими партнерами планами о создании Центра изучения мамонтовой фауны, включении Якутии в проект «Умный город», о безопасной утилизации медицинских отходов. В свою очередь, японская сторона выразила готовность и к дальнейшему сотрудничеству. Компания «Камалта» занимается установкой ветряных электростанций. Совместно с компанией Mitsui и Nedo продвигаем строительство ветряных электростанций в поселке Тикси. До конца сентября мы должны закончить строительство 3 ветроэлектростанций. Подписали меморандум сегодня о строительстве в поселке Черский. Мы слышали, что там более экстремальные условия, чем даже в Тикси. Поэтому мы должны посмотреть, как все будет работать там. Надеемся, что все будет хорошо. Еще одним важным документом, подписанным на полях ВЭФ руководством Якутии, стал документ о совместной деятельности с РВК, российской венчурной компанией. Соглашение, в свою очередь, предусматривает совместный запуск в нашем регионе программ по цифровому развитию и цифровой экономике. В частности, планируется развивать в республике беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализационную медицину, интеллектуальную энергетику, проводить технологические конкурсы, проектные сессии и другие мероприятия. Продолжая тему важного для развития Якутии сотрудничества, давайте вкратце пройдемся по некоторым другим соглашениям, подписанным правительством республики на площадках ВЭФ. Итак, первое – сотрудничество с золотодобывающей компанией «Селигдар». В подписании участвовали Айсен Николаев и генеральный директор «Селигдара» Сергей Татаринов. Второе – соглашение с агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Третье – соглашение с компанией «Ростелеком». Целью сотрудничества стало совместное развитие базовых направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации в Якутии». Далее идет соглашение о сотрудничестве с гендиректором Почты России Николаем Подгузовым. Стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории республики. И, наконец, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с государственной корпорацией по атомной энергетике «Росатом». И это далеко не полный перечень. Всего подписано порядка 20 важных меморандумов для всех сфер жизнедеятельности нашего региона. Говоря о форуме в целом, дискуссионных площадок и проектов в этом году представлено огромное количество. О самых интересных из них прямиком из Владивостока репортаж нашего корреспондента Ланы Ильиной. Всего участвовало 6 тысяч делегатов. Самая многочисленная делегация была из Китая. Это 1000 человек. За время Восточного экономического форума было подписано соглашение на 3 триллиона рублей. Второй год на Восточном экономическом форуме сформирована молодежная площадка. Вопрос стоял о взаимодействии активной молодежи Дальнего Востока. Самое главное, что я бы хотел подчеркнуть, это деловая Россия. Она является флагманом в предпринимательстве по России. И скажу так, мы деловой России республики, конечно, на Дальнем Востоке занимаем первое место по активности, и не только на Дальнем Востоке. Поэтому хочу отметить, что мы подписали соглашение с нашим главой о дальнейшем сотрудничестве. У нас есть определенная дорожная карта взаимодействия между предпринимательским сообществом. В рамках молодежной площадки была организована программа «Молодежь территории хай-тек». Представлены проекты со всех 9 регионов Дальнего Востока. Проект виртуальной реальности, проект по протезам, экзобайк, система навесного оборудования, проект по осушению фруктов и другие. Делегация молодежного правительства приняла участие в инвестиционной сессии и заняла почетное 2
другое место. Мы создали программно-аппаратный комплекс, который позволяет подсчитывать посетителей на основе сигналов Wi-Fi от смартфонов. Соответственно, установив по всем 9 павильонам наши сенсоры, Wi-Fi сенсоры, мы смогли видеть реальную картину посещений павильонов. На инвест-сессии были представители Сколково, представители Фонда развития Дальнего Востока, и они очень высоко оценили нас. В рамках фестиваля состоялась выставка «Улица Дальнего Востока». Павильоны 9 регионов и крупных компаний демонстрировали культуру, уникальность своего края в разных отраслях. Павильон Республики Саха был оформлен в виде бивней мамонта. На выставке сувениры из мамонтовой кости, выставка изделий народных мастеров, и среди них уже известный якутский бренд – единственная в мире шапка из шерсти мамонта. Работали павильоны с утра до вечера. Национальные якутские танцы, песни, выступления звезд эстрады, а сухой привлекали гостей до позднего вечера. Культурная программа Республики Саха-Якутия удостоилась победы в номинации «Многожанровость». На форуме состоялась презентация аукциона по продаже бивней мамонта. Залежи бивни мамонта в Якутии оценивается как 400 тысяч тонн. Сырье может стать альтернативой слоновой кости. На сегодняшний день все-таки эти сделки происходят под некоторым финансовым давлением покупателя. То есть это рынок покупателя, когда покупатель диктует цены. В нашем случае при торговле на электронной площадке продавцы, это местное население республики, лицензированные сборщики бивня мамонта, получат возможность выставить свой лот для обозрения и торговли сразу нескольким покупателям. Немало проектов представил Северо-Восточный федеральный университет. Малоинвестиционное предприятие университета «Испытательный полигон» реализует свой проект совместно с японской фирмой. В перспективе у нас будут очень хорошие проекты по созданию шин, которые будут эксплуатироваться в северных условиях. Уникален наш проект тем, что впервые в мире первые испытания произвели японские партнеры, именно корпорация Bridgestone при минус 40-42 градусов. И намерены они еще в будущем году, в начале года, приехать тоже на лютые морозы, испытывать свои шины. Университет также будет сотрудничать с иностранными компаниями в разных областях. Представлены патенты в области телеком-оборудования с одной из крупнейших мировых компаний Huawei. 3 года велись переговоры по сотрудничеству, и вот заключен договор о подготовке кадров по телекоммуникациям. С дальневосточным морским пароходством «Феска» проведены переговоры по стажировке студентов. Сегодняшние стандарты, и не только стандарт, а уже экономика требует от образовательных программ именно практикоориентированность. Допустим, в компаниях они проходят стажировки уже не как именно практикант, а уже как полноценный сотрудник. Форум стал значимым событием 2018 года. Итоги форума должны давать ощутимый результат для развития Дальнего Востока, отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. И первые итоги работы руководства Якутии на полях ВЭФ этого года в своем эксклюзивном интервью нашему телеканалу подвел глава республики Айсен Николаев. Восточный экономический форум этого года прошел очень успешно. Даже объем подписанных соглашений 2,9 триллиона рублей, он поражает. Это почти на триллион с лишним больше, чем в прошлом году. И, конечно, то, что вчера сюда прилетели лидер Китая, и лидер Японии, Монголии, Кореи, это говорит о том, что попытки некоторых западных стран каким-то образом локализовать Россию, ее отделить от другого мира, абсолютно провалились. Конечно же, для Якутии самым главным было не количество подписанных соглашений, а их качество. Мы сделали очень серьезную работу в части подготовки тех или иных соглашений. И подписанные соглашения, на мой взгляд, они полностью отвечают интересам нашей республики. Так, например, подписано соглашение с Дальневосточной управляющей энергетической компанией с ДВЭКом по строительству линии электропередач Сунтар-Нюрба. Это вопрос, который еще у нас практически с советских времен должен был быть решен, но в силу ряда причин оттягивался, а ждать дальше нельзя, потому что
что вся линия электропередач приходит уже в негодность в этом направлении. И сейчас ДВЭК за счет собственных средств, а это порядка 4 с лишним миллиардов рублей, построит эту линию на период до конца 22-го, начала 23-го годов. И в этом случае, конечно, мы получаем колоссальный социально-экономический эффект для всей Вилюйской группы района. Подписан, на мой взгляд, исторический меморандум о сотрудничестве между Японским банком международного сотрудничества JBIC и Республикой Саха-Якутия. JBIC практически никогда отдельно с регионами такие соглашения не подписывает. И сегодня вот президент JBIC сам собственноручно подписал данный меморандум. Так, и, конечно, очень было приятно, что он сказал, что он, как президент банка, будет делать все для того, чтобы японские инвестиции шли в Якутию по самым разным направлениям. Мы и так сейчас уже лидеры, одни из лидеров в стране по разнообразию сфер, в которых работают японские инвесторы. Это и электроэнергетика, это и сельское хозяйство, это и различные инфраструктурные проекты. Уверен, что вот это участие японских компаний в развитии экономики республики, конечно, самым благоприятным образом скажется на развитии в целом российско-японского сотрудничества. Например, уже в скором времени у нас в конце октября вступит в строй второй этап круглогодичной теплицы в Сердахе. У нас, опять же, в конце октября начнет работать ветроустановки в Тиксе. Проект совместно с корпорацией Митсуи, Русгидро и Республикой Саха-Якутия. Есть еще ряд других проектов, которые крайне заинтересовали наших японских партнеров. Несомненно, на мой взгляд, очень важно то, что мы подписали ряд соглашений по развитию сотрудничества в области высоких технологий, в частности, например, с Ростелекомом по дальнейшей цифровизации республики и с российской венчурной компанией по финансированию стартапов на территории республики. Также подписано соглашение с ВЭБ, с Внешэкономбанком, с их фондом инноваций, в том числе по социальным проектам. Уверен, что вот эти все проекты реализованы, так, и их на самом деле много. У нас порядка 20 с лишним соглашений подписано мною и председателем правительства Солодовым. Они очень серьезно помогут продвинуться вперед и экономике республики, и с ее социальной сфере. Сейчас короткий блок рекламы. Мы вернемся буквально через пару минут. Не переключайтесь. Это Якутия день за днем, и мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели. Якутяне выбрали руководителя республики. 9 сентября, в единый день голосования, прошли самые масштабные выборы. Якутяне выбирали депутатов в районные и поселковые советы, в Государственное собрание Ил-Тумен. В 15 районах и 20 поселках выбирали глав. Кроме того, в Якутске горожане отдали свои голоса за мэра и членов городской думы. А самый главный выбор избирателям предстояло сделать в пользу своего кандидата на пост руководителя региона. Абсолютным большинством победу одержал Айсен Николаев. Он набрал более 70% голосов избирателей, а это 229 314 якутян, которые поддержали действующего главу. Какие еще цифры фигурировали на главном событии года для якутян в подборке наших корреспондентов? На выборах главы республики уверенную победу одержал Николаев Айсен Сергеевич, который набрал 70,4% голосов.
70% это очень высокая цифра. Тем более, если соотнести с другими регионами Российской Федерации, в которых не состоялись выборы, то есть никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов. В течение 5 дней вот эти лица будут решать вопрос, потому что кто-то имеет право отказаться, ну тогда эти мандаты достанутся еще дополнительно другим лицам. Около 100 миллионов рублей у нас было оплачено по авиауслугам для завоза избирательной документации в отдаленные труднодоступные местности. Да, на самом деле 1 час работы авиатехники, вертолетов в частности, обходится от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от авиакомпаний. На наши услуги были привлечены 3 авиакомпании республики. Это Полярная авиалиния, Дельтака и авиакомпания Алроса. В день голосования в Центральную избирательную комиссию республики поступило 26 обращений. На все обращения и жалобы оперативно отреагировали. Многие заявления и нарушения в итоге проверки не подтвердились. Выявлены отдельные мелкие нарушения, оперативно были устранены. 4801 человек принял участие. Среди них были и золотари, и геологи, и, скажем, метеорологи, оленеводы, охотники, рыбаки. В общем, все те, кто по долгу своей службы находился в отдаленных участках. О том, как прошли выборы с точки зрения организации, в интервью нашему телеканалу рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Ефимов. Якутяне проявили активность и дружно вышли голосовать за своих кандидатов. В результате этого явка по республике составила 50,8%. Ну, в лидерах, как всегда, северные районы, но центральные районы тоже на этот раз показали неплохую активность. И по активности самый высокий показатель у Анабарского района, то есть Оленёкского района. Потом на втором месте Амгинский район, у них 80% явки. И на третьем месте Анабарский район, там 79% голосов. Выборы прошли, как всегда, конкурентно, открыто и легитимно. Во всех 35 районах территориальных избирательных комиссиях были установлены видеокамеры, и люди могли наблюдать непосредственно и за ходом голосования, и по счетам голосов, и составлением итоговых протоколов на избирательных участках. Начиная с 25 июля у нас действовала горячая линия, и по ним люди очень активно обращались. Вот за последние дни более 600 звонков поступило. Любая избирательная комиссия, начиная с самых низов, то есть с участковых избирательных комиссий, потом далее территориальные, потом Центральизбирком республики, все они состоят, состав их не менее половины состоит от представителей различных политических партий. Ну и четвертое, легитимность, конкурентность, открытость, прозрачность обеспечивают наблюдатели и члены совещательных
голосом, которые тоже присутствуют на избирательных участках. Их на этот раз было более 2000 человек. Благодаря активности наших избирателей выборы состоялись. Это очень хороший показатель. И за что я хотел бы от имени Центральной избирательной комиссии республики хочу выразить благодарность всем жителям нашей республики. К другим темам. С приходом холодов все 718 теплоснабжающих объектов в 26 районах региона запустили в эксплуатацию. В дома жителей северных и арктических районов тепло пришло еще в августе. В первую очередь после небольшого летнего перерыва отопление появилось в домах жителей Алайховского, Анабарского, Нижнеколымского и Оленёкского районов. А в Булунском районе подача тепла от котельных и вовсе не прекращалась. Немного раньше установленного срока 6-7 сентября из-за резких похолоданий отопительный сезон стартовал в Мегино-Кангаласском, Алекминском и Кобяйском районах. На подготовку ГУП ЖКХ направила 570 миллионов рублей. Но, как известно, мало запустить котельные. Нужно, чтобы тепло дошло до потребителей. Еще с начала лета коммунальщики рапортовали о том, что ведут подготовку, замену и ремонт сетей. Якутянам зачастую приходилось испытывать неудобства в отсутствии воды из-за ремонтных работ. Но чего не сделать ради того, чтобы тепло в дома пришло вовремя. Вот и в столице региона в этом году отопительный сезон начался с 4 сентября. А до 15 числа, то есть уже сегодня, власти города обещали подать тепло во все дома и объекты столицы. О том, как проходил запуск и выполнили ли коммунальщики свои обещания, репортаж Кристины Якуповой. Неожиданно наступившие холода застали многих врасплох. Заржавевшие трубы, разбитые окна, щели в дверях. Все это вовремя не окончившийся капитальный ремонт в подъездах. У нас подготовка к зимнему периоду. Вот они все бросили, в соседний подъезд убежали. Ирина Ремигайло демонстрирует все прелести своего подъезда. В этом доме по улице Ярославского она живет уже 46 лет. Из них 22 года ждет каких-либо изменений на лестничной площадке. В этом году работы по капитальному ремонту в подъезде наконец начались. Но, увы, такой долгожданный ремонт радости не принес. Все окна вот они сняли, не вставили, вот они стоят, да? А это самое не вставили. И когда нам отопление дадут, я с обогревателем под 2 одеялами сейчас уже мерзну. Ремонт фасада, крыши подвальных помещений, входных групп. Помимо этого работы по воду, тепло, газа и электроснабжению, водоотведению. Все это предусмотрено региональной программой фонда капитального ремонта и должно быть завершено уже в этом году. Жильцов беспокоит не только вопрос, успеют ли, но и насколько качественно все будет выполнено. Конечно, если жильцы дома видят, что работы выполняются некачественно, либо нарушаются сроки их выполнения, они в первую очередь должны обратиться в фонд капитального ремонта. Если фонд капитального ремонта бездействует и не выполняет свои обязательства, то пишут в любой произвольной форме заявление в адрес управления Госстроенадзора для принятия соответствующих мер. Это вообще невозможно. Все батареи сняты, все снято. Капитальный ремонт затронул не один участок столицы. По улице Дзержинского, 34, также этим летом принялись менять отопительную систему. Сроки поджимают, работы ведутся очень медленно. Жильцы многоквартирного дома бьют тревогу. Уже месяц мы вот в таком разобранном виде и сидим, и неизвестно, когда это будет по подаче тепла, потому что в домах, в квартирах дети малолетние, старики, и мы вынуждены тратить электроэнергию, обогреваться, потому что холодно в домах. Естественно, сейчас начнут болеть люди. Все проблемные дома на контроле не только у мэрии и фонда капитального ремонта, но и у прокуратуры. Эти объекты у нас на контроле. График заново составлен до 15 сентября. Постараемся все запустить. Конечно, требуем, чтобы фонд капитального ремонта определился с подрядчиками и ускорил, максимально посодействовал тому, чтобы дома тепло было подано. Мы надеемся, что подрядчик сделает добросовестно, и у нас этот процесс пойдет без замечаний, без нареканий.
Работы ведутся в срочном порядке, о качестве их станет известно лишь позже. После проверок не только надзорными органами, но и первыми холодами. А уже завтра будет известно, в каждый ли дом столицы поступило заветное тепло. Кристина Якупова, Якутия день за днем. Оленские сельхозпроизводители продолжают уборку урожая. Работы выполнили на 72%. В этом году 46 крестьянских хозяйств засеяли более 1000 гектаров. Светлана Балеева с подробностями. Собрано уже 5,5 тонн из 8000 тонн картофеля и 2000 тонн овощей. У нас убрано картофеля 72%. 72,5%. Но остались более крупные хозяйства, у которых, возможно, немножко напряженка с людьми, и площади побольше. И где-то техника немножко ломается, тоже такое есть. Поэтому, я думаю, что до 20 числа мы картофель уберем и сразу начнем убирать капусту. Лидерами по объему производства сельскохозяйственных культур традиционно являются Нюйский и Ярославский наследник. Именно там сосредоточено самое большое количество хозяйств. Они в числе первых начали уборку овощей. В общей сложности в районе числится 30 крестьянских хозяйств. Основная часть находится в наследках. Самым крупным в городе считается Ленские Зори. Предприятие на протяжении 50 лет обеспечивает жителей экологически чистой, свежей продукцией. И огурцы, и помидоры, у нее все это есть, и работает она тоже сама, нанимает, конечно, есть у них наемные, но больше она все равно свой личный труд вкладывает в свое дело. Директор предприятия Ирина Владовна и ее коллектив сегодня тоже занимаются уборкой урожая. Ленские Зори в этом году высадили 16,5 тонн овощей и 25 тонн картофеля. Мы должны где-то в пределах 200 тонн картофеля взять, да? И капусты там тоже так же, где-то 180-200 тонн. Ну и огурцы я все лето сдаю, там где-то у нас в пределах около 5 тонн получается за лето. Помимо сельскохозяйственных культур, в хозяйстве Ирины Владовны 10 голов крупнорогатого скота, 30 свиней, а также куры, гуси, индюшки и кролики. Директор предприятия признается, что довольно сложно сегодня держаться на плаву. Сложности, очень большие сложности. Сложности в том, что вся техника устарела. А купить очень тяжело. Это самые большие сложности. ГСМ все дорогое стало. Корма дорогие. Комбикорма из Алтая привозим. Сам комбикорм стоит 130 тысяч, контейнер 20-тонник. А транспортировка 230 тысяч. Вот прикиньте. Как уточнила Ирина Владовна, на всех животных в год уходит более 30 тонн комбикорма. Это порядка 700 тысяч рублей. На эти цели женщина берет кредит в районной администрации. Я через год только брала. Часть там продукции сдавали туда-сюда, в общем, так получилось. А так, конечно, тяжеловато, очень тяжело. Сено заготавливаем сами тоже. Но за сено как-то давали немножко помощь за транспортировку, за перевозку. Это наша администрация как бы. Единожды в год УСХ на содержание коров Ленским Зорям выделяет 10 тысяч рублей. На этом поддержка крестьянским хозяйствам заканчивается. Сегодня Ирина Владовна планирует увеличить число свиноматок до 25 голов, чтобы была возможность вступить еще в одну программу и воспользоваться поддержкой. Надо сказать, что продукция Ленских Зорей пользуется спросом и уважением потребителей. 2 садика снабжаем, даем. И у нас, так как не стала работать молочная кухня, у нас мамы, которые детей, которые не хотят кормить этим в пачках, они все сюда приезжают и просят. Я их прямо так записываю, кто когда должен взять. В следующем году, по словам начальника УСХ Родиона Зорина, для предприятий сельского хозяйства грядут изменения. Мы хотим увеличить поддержку сельского хозяйства, и мы хотим, например, скажем, на приобретение техники рассмотреть на следующий год, потому что у нас всех крестьян и, скажем, и предприятий устарела техника. Не сразу всем, но будем частично обновлять технику. Пока же крупным крестьянским хозяйствам республика выделяет субсидии на площадь. На 1 гектар земли для высадки картофеля сумма субсидий составит 19 тысяч рублей, овощей 25 тысяч рублей. Помимо этого выделяются средства на приобретение минеральных удобрений, на строительство изгородей и кормозаготовки. Плюс ко всему ежегодно управление сельского хозяйства субсидирует предпринимателям затраты на технику. Одна из проблем, которая никак не решается на протяжении десятков лет, это сбыт продукции. Чтобы хоть как-то помочь сельхозпроизводителям, глава района Жумарт Абельманов планирует
подписать соглашение с крупными промышленными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории нашего района, на поставку им местной продукции. Когда мы наберем объем, скажем, реализации, тогда могу я перед фермером сказать: ребята, сегодня я могу вам реализовать, вас купить. Я могу сам даже у них перестраховать в бюджете деньгами. Я могу сказать: сегодня у нас есть возможность реализовать 500 тонн картошки. Вы сегодня садите только 300, да? Можете еще 200 тонн досаживать. Это опять рабочие места, какие-то определенные доходы. И тогда можно вот эту тему дальше развивать. Но пока реализация продукции стоит. Проблема в отсутствии овощехранилища. На данный момент решается вопрос с оформлением земли под его строительство. Появление овощехранилища предприниматели очень ждут. С его появлением деятельность крестьянских фермерских хозяйств в разы упростится. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это Якутия день за днем. Продолжаем подводить итоги недели. Новый прорыв в медицине республики. Якутские врачи-хирурги провели операции по удалению опухоли на гортани с применением новых технологий. Новейшая техника немецкого производства. Лазерный хирургический аппарат СО2 начали применять на практике в республиканской больнице номер 2. Насколько эффективнее теперь станет борьба с онкозаболеваниями в регионе, в материале Дмитрия Тымырова. Я 25 лет отработал в старательских артелях золотодобывающей промышленности Якутии. 3 месяца назад я почувствовал дискомфорт в горле и осипший голос. Обратился я в Алданскую городскую поликлинику. Тогда алданские врачи, осмотрев Сергея Валентиновича, выявили новообразование на голосовых связках. В срочном порядке перенаправили пациента в город Якутск. Сюда я приехал в воскресенье на автобусе с города Алдана. И в понедельник я обратился сразу сюда. После результатов анализов назначает хирургическое вмешательство. И уже во вторник Сергей Попов попадает на операционный стол. Узнав, что будет применяться новейшее оборудование, Сергей Валентинович не испугался. Нет, не побоялся. Я знал, что здесь окажут помощь. Операцию провели за 30 минут. Якутские хирурги под руководством московских коллег впервые применили на практике новейший лазерный хирургический аппарат СО2 немецкого производства. Врачи уверены, это прорыв в медицине Якутии. Она позволяет повысить качество лечения, оказываем пациенту. Это бескровные операции, и если раньше мы шли на наружный доступ, делали операции наружным доступом, на сегодняшний день можно это делать через рот, удалять первую, вторую стадию рака гортани. В тот день якутские хирурги вместе с московскими коллегами за 2,5 часа провели 5 операций. Для проведения этих операций мы пригласили ведущих специалистов нашего головного центра, профессора, доктора медицинских наук Вячеслава Вячеславовича Виноградова и Сергея Сергеевича Решульского. До приобретения этого аппарата наши специалисты ездили обучаться к ним на их базе. Ну а сегодня они приехали к нам в город Якутск опробировать этот аппарат. Отметим, что данная модель такого аппарата является единственной в стране. Да и в целом лазерных хирургических аппаратов в России всего 3. Гости отмечают, что якутские врачи очень заинтересованы в использовании новой технологии. Очень хорошим, очень квалифицированным, которые абсолютно готовы работать с этим оборудованием, освоить эту методику и делать эти операции здесь, что называется, поставить их на поток. Отметим преимущество применения новой технологии не только в инвазивности, то есть операции проходят без потери крови и без наложения швов, но и в сокращении процесса реабилитации пациентов. Так наш герой Сергей после проведения операции сразу же мог говорить. Когда меня уже вывезли из операционного зала, я сразу в коридоре уже очнулся. И на вопрос, что я хочу, я сказал, что хочу спать. После этого с каждым часом стал чувствовать себя лучше. Ну, первое время у меня стоял какой-то комок в горле.
Но потом с каждым разом все меньше и меньше стало. А уже на третий день после операции покинул больничные стены. Точно так же выписали и тех, кому 11 сентября провели операцию с применением лазерной хирургии. Ну, естественно, для нас сейчас стоит задачи какие? Мы должны внедрить этот лазер во всех профилях, не только на гортани, болезненной глотки. И когда уже все будет поставлено на поток, операции, конечно, будут гораздо меньше идти. В будущем врачи-хирурги республиканской больницы номер 2 смогут принимать пациентов со всего дальневосточного региона, так как до этого дня подобные операции проводились только в Москве и Санкт-Петербурге. С применением же данного аппарата это стало возможным и в Якутске. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Также о главных новшествах в борьбе с онкологией в интервью нашему телеканалу рассказал руководитель научно-клинического отдела Всероссийского научного центра Вячеслав Виноградов. Впервые были проведены в республике Саха-Якутия лазерные операции с применением высокотехнологичного лазера, с применением другого высокотехнологичного оборудования. Это и микроскопия, это оборудование для прямой опорной ларингоскопии. Все это было проведено на базе лор-клиники второй республиканской больницы. Очень квалифицированные доктора, они не только приняли участие в этих операциях, а они непосредственно выполнили несколько операций. То есть мы на сегодняшний день можем говорить не о том, что мы просто провели какие-то хирургические вмешательства, а мы провели такой мастер-класс обучения на местах, что очень-очень импонирует и далеко не во всех регионах возможно. Пациенты реабилитируются после лазерных операций гораздо быстрее. Реабилитация их происходит в 4-5 раз быстрее, чем при обычных операциях эндоларингеальных, и в 5-7 раз быстрее, чем при операциях наружным доступом. Поэтому некоторые пациенты оперирующих хирургов могли уже приветствовать после операции на следующие сутки. Это многофункциональное устройство, это бесконтактный СО2 лазер, с помощью которого можно работать не только на лор-органах, можно удалять не только новообразования, но также лечить и хронические воспалительные процессы. Это и губа, это орофарингеальная локализация, это глотка, гортаноглотка, придаточные пазухи носа, ухо. То есть этот лазер, он является достаточно многофункциональным. Должен вам сказать, что опухоли лор-органов на сегодняшний день занимают 6-е место, а в некоторых регионах и 8-е место в рейтинге, таком вот в нехорошем рейтинге. И по стране ежегодно регистрируется до 200 тысяч пациентов, которые страдают опухолями лор-органов. Поэтому, конечно, это направление очень перспективно. И то, что ваша республика, министерство, вторая республиканская больница и лор-клиника заинтересованы в развитии этого направления, это очень импонирует. Мы готовы помогать, мы готовы сотрудничать, мы очень приятно относимся к вашему региону. Подарить тепло и любовь чужому ребенку оказывается не всегда просто. И в этих случаях не обойтись без помощи специалиста. В столице в методическом центре организации социального обслуживания проходят семинары от тренеров общественной организации «День Аиста». Психологи прибыли к нам из Новосибирска. Насколько эффективны такие семинары, узнавала Анастасия Данилова. Придумать, чем заняться. Мы сегодня придумали, и она учила нас рисовать человека. Семья Нуримановых в прошлом году пополнилась и весьма существенно. 4 девочки, оставшиеся без семьи под чутким присмотром психологов, сумели за короткий срок адаптироваться в новой. Это друзья моего папы с детства, да? И мы там приезжали к ним, гостили порой, но мы особо с ними хорошо не были знакомы. Потом мы довольно-таки часто стали к ним ездить, оставаться у них на ночевку, сообщались хорошо. Ну и когда мы с ними начали жить, через месяц или 2 мы уже адаптировались. Семья у нас большая, как говорят. Да. У нас веселая семья, мы дружно живем. И у нас на все хватает денег. Мама Жанна сама является социальным педагогом и знает, как найти ключ к сердцу ребенка. Надо, наверное, быть правдивым.
То есть не только с самой собой и с детьми, надо правду говорить. То есть иногда были трудности, да, я просто девчонок звала, говорю, девчонки, ну действительно, на самом деле тяжело. Но они понимают, они же не глупые. Так что это только правда. Взять ребенка под опеку – это всегда большая ответственность. Как вести себя с маленьким человеком, какие у него переживания и как приемному родителю с ними бороться, посоветовать может только психолог. На этой неделе психологи из Новосибирска делились опытом с якутскими коллегами. Специалисты разбирали общие проблемы приемных детей. Самое острое – кажущееся неприятие со стороны самого ребенка. Ребенок зачастую потому так себя ведет, потому что внутри, в душе у него большая травма, большая дыра. Поэтому он разрушает очень часто вокруг многие вещи, ведет себя неправильно. Но это не есть проблема воспитания. Это проблема именно травмы. И как раз на терапевтической группе какие-то вещи есть возможность отработать. Формат проведения таких встреч носит интерактивный характер. Сидя в кругу, обсуждаются выходы из разных ситуаций, способы решения возникающих задач, а также причины поведения и детей, и взрослых. Специалисты собрались из разных районов республики. Преодолевая тысячи километров, педагоги-психологи собираются в столице в погоне за новыми знаниями. Мы с удовольствием этому всему учимся. На какие курсы мы стараемся попасть, то, естественно, мы стараемся передать своим родителям, для того, чтобы действительно родители приняли ребенка, казалось бы, чужого, чтобы он стал родным. Сегодня брать ребенка в семью без социально-психологической подготовки нельзя. Также обязательно программа сопровождения замещающей семьи в период адаптации. Закон был принят постановлением правительства страны в 2011 году. А для того, чтобы взять ребенка-сироту, нужно иметь необходимые знания определенные воспитательного плана, общее знание психолого-педагогических основ воспитания и так далее. Трудности, которые возникают при воспитании приемного ребенка, те же, с которыми сталкиваются и все родители в воспитании своих детей. Но участие психолога в жизни ребенка в приемной семье просто необходимо, особенно в первое время, в так называемый период адаптации. Анастасия Данилова, Джулустан Накентьев, Якутия. День за днем. И к новостям спорта. В Якутске побывал легендарный российский стритболист, чемпион мира по уличному баскетболу Михаил Гюнтер. Он провел турнир по уличному баскетболу «Гюнтер Кап», в котором участвовали десятки столичных команд, а также прошел мастер-класс для юных игроков. Главным событием проекта стал товарищеский матч по баскетболу между сборной командой игр «Дети Азии» 2000 года и нынешней сборной Якутска. За ходом схватки наблюдал и наш корреспондент Юрий Осипов. Вместе с Михаилом приехала и его команда. Здесь собрались почти все, кто в памятном 2000 году играл за сборную Якутии по баскетболу на вторых международных спортивных играх «Дети Азии». Школы. Попадает. Для этого матча спортсмены приехали из разных уголков России. Они собрались в знак уважения к своему первому тренеру Константину Эйзнеру. Этот проект в том числе имеет целью продвижение якутского баскетбола. Автор задумки – один из членов той сборной Михаил Гусев. Он совместно с представителями местного баскетбола договорился о вхождении чемпионата Якутска в межрегиональную любительскую баскетбольную лигу. Теперь чемпионат не замыкается только на городе. Победители чемпионата едут на зональные первенства, среди победителей других регионов и имеют шанс попасть на финальную стадию, которая проходит чаще всего в Крыму. Матч 2000 года положил начало карьере Михаила Гюнтера. После него и начался профессиональный период в баскетболе. Он продлился 7 лет. После этого Михаил перешел в стритбол. Баскетбол и стритбол имеют существенные различия. Главные отличия стритбола или уличного баскетбола – это количество игроков. Здесь их играет 3 в команде. Ну и играют они на половине поля, все в одно кольцо. Отличается также и мяч для стритбола. Он меньше 5-го размера, когда как для баскетбола нужен 6-го. В стритболе Михаил Гюнтер добился больших высот и стал как чемпионом России, так и чемпионом мира. Накопленным опытом Михаил поделился с подрастающим поколением баскетболистов. На мастер-классах мы отрабатываем основные и базовые элементы ведения. Это ведение правой рукой, ведение левой рукой, переводы различные за спиной, под ногой, перед собой, укрывание мяча.
и скоростное ведение. Да, разминка новая, могу и сам теперь так тренироваться, разминаться. Ну и, думаю, все ребята тоже. Сразу после мастер-класса прошли финальные игры турнира по стритболу Гюнтер Кап. Стритбол в Якутске набирает популярность. Межсезонье, да, это уже 4-й стритбол, который проходит в городе Якутске. И это вот мероприятие Гюнтер Кап, это самое массовое мероприятие. В нем участвуют 32 команды, 28 мужских и 4 команды женских, да. И 128 игроков у нас, ну, это рекорд для соревнований по стритболу. Турнир Гюнтер Кап проводится второй год. За это время соревнования в Якутске 5-е. До этого он по 2 раза проводился в городах Владимир и Новокузнец. В основном весь уличный баскетбол, а сейчас баскетбол 3 на 3, он развивается в крупных городах. А в городах-регионах Владимир, Иваново, а тем более дальше и Сибирь, тем более вот взять Якутск, здесь особо этому никто внимания не уделяет. Но так как я сам играл за сборную по уличному баскетболу и призер, и чемпион России и мира, мне бы хотелось, чтобы люди занимались и в регионах. В женском финале турнира уверенную победу одержала команда «Авиатор». Они обыграли «Экстрим». Победителем среди мужчин стала команда «Атлант». В финале они играли с «Легионом». В напряженной борьбе в дополнительное время ребятам все же удалось вырвать победу. Уже как бы все лето играем вот эти соревнования по стритболу, готовились. И вот наши главные соперники, вот «Легион», на них хорошо настроились, потому что всегда второе место мы занимали после них. Сегодня напряглись, показали все, что умеем. И в защите отыграли хорошо, и в нападении играли командой. Завершением вечера и финальной точкой баскетбольного праздника стал матч между той самой сборной Якутии, которая выступала на международных спортивных играх «Дети Азии» в 2000 году, и нынешней сборной Якутска. Удалось собрать не всех, потому что некоторые ребята уже давно не играют в баскетбол, у некоторых нет возможности, с кем-то не совпали графики. Скажем так, это сборная такая получается команда 2 составов. На «Детях Азии» в 2000 году играло 2 состава, была Саха-1 и Саха-2, то есть это некое такое смешение из этих 2 составов. Тем не менее, спортсмены проделали огромную работу и по максимуму воссоздали обстоятельства того матча. Спортсмены воспроизвели даже форму сборной того времени. Но теперь команда называется «Дети Эйзнера». На каждой майке номера игроков. Это футболка Михаила Гусева. Он играл под 8 номером. Баскетболисты вернулись на 18 лет назад. И хотя до самого матча им так и не довелось поиграть вместе на поле, они дали бой. Грандиозный опыт, вообще это классная идея, задумка. Эмоции захлестывают, конечно. В то время, конечно, было намного больше на трибунах людей, но в этот раз эмоции и вот само качество совершенно не пострадало от этого. Было классно просто. Играть было интересно, но немножко сложно, потому что мы не видели друг друга давно, вместе не тренировались, не играли. В прошлое вернулись не только спортсмены, но и их тренер. Он вновь занял привычное место во главе команды. У меня совпало, что я у них был первый тренер, они были у меня первыми учениками. Рос в тренерском плане, и все удачи, неудачи пришли у меня с этой команды. Это ребята мои самые любимые, потому что они самые первые. Команда «Дети Эйзнера» потерпела поражение, но сражалась до последнего. Были красивые трехочковые броски, штрафные, и счет колебался до самого конца. Так, прорывался под кольцо сейчас. Была достигнута главная цель – чествование первого тренера, человека, помогавшего делать первые шаги в большом баскетболе, популяризировать любимый вид спорта и вернуться в прошлое, в тот самый день, хотя бы на те 4 периода, которые длился матч. Юрий Осипов, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и всего вам доброго.